Ыратасыл жан, эйикин саныбын, күн сирин көртөрбүт, мин күндү иябин. Ия бар болан, бики ылыбыт, ия бар болан. Начиная с 20-дневного возраста ребенку следует проводить ежедневный массаж. Многие мамы делают его интуитивно, когда у малыша болит животик или он плачет. В сегодняшнем ролике мы поговорим об основных правилах массажа для грудничков и продемонстрируем технику его выполнения. Грудным детям массаж заменяет гимнастику. У новорожденных еще недостаточно развиты слух и зрение, поэтому весь мир они познают через прикосновение. Массаж помогает развивать также и эмоциональное восприятие ребенка. Перед тем, как показать вам основные элементы массажа, напомним о главных правилах. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом и вашим педиатром. Снимите украшения. Позаботьтесь о том, чтобы у вас не было длинных ногтей, которые могут травмировать нежную кожу малыша. Температура в комнате должна быть в пределах 18-22 градусов по Цельсию. Делать массаж нужно на ровной поверхности. Для этого идеально подходит пеленальный столик. Выбирая между сухим массажем и массажем с маслом, важно понимать различия. Сухой массаж разогревает только кожу и часто вызывает повреждения, так как эпидермис ребенка очень тонкий и ранимый. Масло улучшает скольжение рук и позволяет мягко разогреть мышцы, а не кожу. Поэтому для грудничков необходимо использовать специальное детское масло. Растительные масла, входящие в его состав, впитают различные слои кожи и увлажняют ее. Избегайте массажа с минеральным или парафиновым маслом, которые закупоривают поры и часто вызывают раздражение. Во время массажа обязательно разговаривайте с ребенком, успокаивая его. Направление массажных движений должно быть строго снизу вверх, от периферии к центру. А сейчас специалист по детскому массажу продемонстрирует вам технику выполнения массажа, которую вы можете легко освоить и повторять дома ежедневно. Сначала массируем конечности, затем переходим к животу, спинке и переворачиваниям. Движения должны быть плавными и нежными. Массаж каждой части тела нужно начинать и заканчивать поглаживаниями и очень легким потряхиванием. Массаж ручек. Легко потрясти каждую ручку. Затем погладить по направлению к центру. Повторить 4-5 раз. Можно попробовать легко повращать ручки в плечевом суставе. Массаж ножек. Потрясти каждую ножку. Погладить по направлению к центру. Затем начать отводить в тазобедренном суставе. У младенцев присутствует гипертонус мышц сгибателей, поэтому во время массажа нужно разгибать ручки и ножки. Будьте аккуратны, ребенок не должен сопротивляться. Повторить по 4-5 раз на каждую ножку. Массаж ступней. Легко надавить пальцем на стопу у основания пальцев, чтобы пальчики согнулись. Массаж живота. Сделайте круговые поглаживания по часовой стрелке. Дальше встречные поглаживания. Одна рука вверх, другая вниз. Далее поглаживание от боков к пупку. Затем снова круговое поглаживание. Теперь поглаживаем грудку от центра к плечикам и вниз. Перевороты. Берем одну ножку, заводим ее за вторую и, помогая спинке, аккуратно переворачиваем. Ручки можно не трогать. Желательно делать так перед каждым кормлением. Ползок вперед. Положите малыша на животик. Аккуратно возьмите за пяточки и согните ножки. Он будет инстинктивно выталкиваться вперед. Приподнимание. Вложите большие пальцы рук в ладошки ребенка и очень легко и невысоко приподнимите за ручки. Это тренировка мышц спины и шеи. Тянуть нужно не за кисти, а за предплечья. Многие малыши больше любят массаж ножек, чем ручек, поэтому к недовольной реакции нужно быть готовым и проводить массаж верхней части особенно нежно. Важно! Малыш должен чувствовать себя комфортно. Если он кричит и плачет, нужно прекратить массаж или то массажное движение, которое вызывает у ребенка беспокойство. Если